исполняется 5 лет. Очень знаменательная дата, как Крымская республика вошла в состав Российской Федерации. Мы сегодня находимся на площади Победы, столице Якутии. Перед вами депутат Якутской городской думы. Можно узнать, чем он так знаменателен для Якутии? Ну, во-первых, этот день, конечно, знаменателен для всей России. И я вот помню 2014 год, когда вот произошло это событие, когда Крым действительно вернулся в Россию. Это был настолько сильный подъем вообще патриотизма в России и такой подъем настроения, да? Так было здорово, то есть люди поверили, что Россия это действительно великая страна, которая своих не бросает. Что касается Якутии и Крыма, Севастополя, то действительно очень такая многолетняя история связывает, вот, например, Севастополь и город Якутск. Потому что во время Первой Крымской войны, это 1854-1855 год, почти все 11 месяцев обороны Севастополя Якутский, 42-й Якутский казачий полк, он оборонял Севастополь. И в этом полку были в том числе и наши земляки. Вообще тогда вот название полков, оно было связано с какими-то территориями, с городами, но при этом очень много именно жителей северных районов и якутян было именно в составе этого полка. И у нас в Севастополе есть братское кладбище, есть некрополь, который посвящен вот именно 42-му якутскому полку. И надо отдать должное нашей республике. В 2005 году наша республика первыми по решению тогда президента республики Вячеслава Анатольевича Штырова восстановила это кладбище, восстановила некрополь, восстановила могилы наших земляков, а после этого, став уже примером для многих регионов России, после этого подключилась и Камчатка, и еще несколько вот полков, которые носили имена именно тех территорий. Больше 100 лет в городе Севастополе есть улица Якутская. Она не очень большая, но очень зеленая. Сейчас там частный сектор, там есть площадка, которую мы в 2016 году открыли для тех вот жителей, которые там проживают. А в 2014 году, 10 июля, был подписан договор о сотрудничестве между городом Якутском и городом Севастополем. У нас в июне 2014 года появилась улица Севастопольская. И вообще надо сказать, что за эти годы, вот, благодаря этому договору, сотни ребятишек города Якутска побывали в Севастополе, отдыхали на Черном море. И не просто отдыхали, а, наверное, немножко и прониклись вот тем севастопольским, крымским духом. Я думаю, что это здорово. Ну и, конечно, подводная лодка «Алроса», с которой также определенные связи налажены. И я знаю, что командир подводной лодки, бывший командир, он уже сейчас новое руководство, Станислав Ржецкий, очень благодарил Республику Саха-Якутия, город Якутск за поддержку, потому что именно благодаря поддержке республики подводная лодка в действующем строю. Спасибо. Поэтому это здорово, что Крым действительно вернулся. Сегодня каждый из нас может сказать совершенно на полном основании, что Крым наш. Спасибо. Еще хотел бы сказать, что в годы Великой Отечественной войны в освобождении Крыма участвовала Приморская армия. В ее составе было очень много якутян. И сейчас мы посмотрим церемонию возложения цветов по городу-герою Севастополю.
Добрый день, уважаемые гости и участники митинга. Сегодня мы отмечаем годовщину вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Нашему поколению выпал удивительный шанс. Мы рождены на переломе времен, на стыке двух веков. На наших глазах происходят научные прорывы, технические открытия. И все же главное, чем запомнится 21 век потомкам, воссоединение Крыма с Россией. 18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации, в соответствии с которым в состав вошли два новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В торжественной церемонии возложения цветов к мемориальной плите города-героя Севастополя, посвященного 5-летию годовщине вхождения Крыма в состав Российской Федерации, принимает участие первый заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Руслан Михайлович Платонов, первый заместитель председателя Якутской городской думы Евдокия Ивановна Евсикова, заместитель главы городского округа город Якутск по социальным вопросам Наталья Романовна Степанова, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха-Якутия Вильям Ачирович Иванов, народные депутаты, члены правительства Республики Саха-Якутия, депутаты Якутской городской думы, ветераны, молодежь, общественность, жители и гости столицы. Слово предоставляется первому заместителю министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Руслану Михайловичу Платонову. Уважаемые горожане, уважаемые ветераны, молодое поколение нашей республики. Сегодня мы здесь собрались в честь 5-летия воссоединения Крыма в состав российского государства. С чем вас и поздравляю. А все началось в 1954 году, когда Совет министров РСФСР передал Украинскому СССР полуостров Крым. И в момент распада Советского Союза Крым автоматически стал частью Украинской ССР, Украины. Свободной Украины тогда они назывались. И в 2014 году, все мы знаем, произошел локальный конфликт. И волевым решением президента нашей страны Владимира Владимировича Путина Крым и Севастополь вернулись в родную Гагань, в состав Российской Федерации. Это в первую очередь дань уважения всем народам Крыма. Тут мне рассказывают, что в 2014 году как народ радовался. Это было скрыть нельзя. Как бы там западные силы не старались бы показать в разном цвете, народ был очень рад и до сих пор рад. Поэтому мы, молодое поколение, должны чтить и почитать, чтобы в будущем держать этот состав и защищать его. Всех еще раз с 5-летием присоединения Крыма поздравляю, желаю успехов, удачи каждому из вас. Спасибо. Слово предоставляется первому заместителю председателя Якутской городской думы Евдокии Ивановне Евсиковой. Дорогие горожане, от имени депутатов Якутской городской думы хочется всех нас поздравить с этим действительно замечательным событием. Событием, благодаря которому Крым вернулся в состав России. Вы знаете, я помню 2014 год, вот это событие, Крымскую весну.
Те репортажи, которые мы смотрели по телевизору, слушая в социальных сетях, как это все обсуждалось, тот референдум, на котором Крым и Севастополь больше 95,6% проголосовали за вхождение в Россию, это действительно был такой праздник, это был такой подъем патриотизма, это было такое замечательное настроение в душе каждого россиянина. Потому что, даже, может быть, не говоря об этом, но все ждали, когда же Крым снова станет российским. Потому что это действительно наша история, это наша жизнь. Мне хочется сегодня вспомнить те события, благодаря которым Крым, Севастополь очень тесно связан с городом Якутском. Первая Крымская война, 1854-1855 год. Почти 11 месяцев длилась оборона Севастополя. И в этой обороне почти полностью с ноября 1954 года по 27 августа 1855 года принимал участие 42-й Якутский казачий полк. Конечно, там не все были якутяне. Этот полк был назван в честь города Якутска. Но в то же время очень много и наших земляков, участников Первой мировой войны, были в составе 42-го Якутского казачьего полка. За эти 11 месяцев 1887 человек полегло у Севастополя. Там появилось братское кладбище, некрополь, посвященный 42-му Якутскому казачьему полку. Конечно, во время года полностью разрушен. И вот в 2005 году по решению Штырова Вячеслава Анатольевича, он был тогда президентом нашей республики, было принято решение о восстановлении братского кладбища, о восстановлении некрополя, о восстановлении могил наших земляков. И при поддержке их фонда развития казачества в нашей республике, с учетом того, что жители нашего города и республики собирали средства на восстановление этого некрополя, братское кладбище в Севастополе, где захоронены наши земляки еще с Первой мировой войны, это 19 век, середина 19 века, было восстановлено. И сегодня это очень красивое место в Севастополе. Туда приходят севастопольцы и гости, кто приезжает в Севастополь, наши земляки, отдать дань уважения, памяти тем, кто когда-то оборонял Севастополь. Уже более 100 лет в Севастополе есть улица Якутская. Она была названа именно в честь 42-го Якутского казачьего полка. Она не очень большая улица, но очень красивая, очень зеленая. Но, наверное, в Севастополе и в Крыму не может быть что-то некрасивое, что-то не зеленое, потому что сама атмосфера, сам климат этому способствует. И, конечно, наша подводная, мы ее так и называем, наша подводная лодка «Алроса». Бывший командир Станислав Ржицкий этой подводной лодки говорил, что подводная лодка «Алроса» осталась в строю только благодаря поддержке Республики Саха-Якутия и города Якутска. Поэтому, дорогие друзья, нас с Севастополем и с Крымом связывает очень-очень многое. И, конечно, в годы Великой Отечественной войны наши земляки сражались за Севастополь второй раз. А крымская весна 2014-го, это, наверное, была третья восстановление обороны Севастополя. И сегодня мы празднуем это замечательное событие. В июле 2014 года, 10 июля, было заключено соглашение о развитии сотрудничества, наших связей между городом Севастополем и городом Якутском. И благодаря этому договору о сотрудничестве сотни наших ребятишек отдохнули за эти годы в Севастополе. И не просто отдыхали на Черном море, не просто под крымским солнцем,
они пропитались духом Севастополя. И я думаю, те, кто хоть раз был в Крыму или в Севастополе вот в эти годы, они почувствовали, насколько они нужны России. Мне хочется сегодня поздравить всех присутствующих здесь с этим замечательным событием. Сегодня мы вспоминаем тех наших земляков, которые отдали свои жизни за оборону Севастополя в Первой мировой и во Второй мировой войне. Сегодня мы благодарны всем, и в первую очередь нашему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, благодаря которому, при поддержке которого, благодаря референдуму в Крыму и в Севастополе, Крым действительно вернулся домой. Я думаю, вы все прекрасно знаете вот эту песню о Севастополе, где поется «Севастополь – гордость русских моряков». И мы сегодня ощущаем действительно эту гордость. Сегодня каждый из нас может с полным правом сказать: Крым наш. И это здорово. Я вас поздравляю с этим праздником. Я думаю, что Россия должна беречь свою целостность. Мы никому никогда не должны не отдать, ни в коем случае нельзя отдавать ни метр нашей российской земли. С праздником, дорогие друзья! Слово предоставляется заместителю главы городского округа город Якутск по социальным вопросам Наталье Романовне Степановой. Добрый день, дорогие участники этого замечательного праздника – пятилетия Крымской весны. От имени окружной администрации города Якутска, лично от Сарданы Владимировны Авсентьевой, разрешите мне сегодня поздравить всех с этим замечательным праздником. Действительно, как отметила Евдокия Ивановна, уже с 2014 года ежегодно 240 детей школ города Якутска ежегодно отдыхают в лагерях Севастополя и Крыма. И за эти 4 года всего 960 детей ощутили всю красоту и прелесть крымской и севастопольской земли. Действительно, в эти дни более 70 детей дошкольного и школьного возраста причастны к этим великим замечательным датам. Во всех школах, детских садах в эти дни проходят и прошли и классные часы, и торжественные линейки, и выставки, и конкурсы рисунков. Наши дети сегодня знают, что такое Крым и что такое Севастополь. Дорогие друзья, в этот замечательный день мне хочется поздравить вам и нам всем мира, добра и благополучия. С праздником всех! Слово предоставляется председателю Совета общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха-Якутия Вильяму Ачировичу Иванову. Уважаемые участники митинга, спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня на Площадь Победы, чтобы еще раз показать всем нашим идеологическим врагам и противникам, что население, многонациональный народ нашей республики солидарен с сегодняшним вопросом. То есть мы все прекрасно понимаем, почему Крым стал наш. И сегодня народу и населению Крыма, который не является абстрактным для нас как виртуальная территория, нужна идеологическая поддержка, поэтому с вами здесь находимся. Мы прекрасно знаем, что якутяне, солдаты Победы, освобождали Украину от немецко-фашистского ига. Мы знаем, что и в локальных битвах, которые сегодня происходят на других территориях, воины, солдаты, якутяне, Саха тоже принимают самое активное участие. Сегодня, казалось бы, интересным идеологический вопрос, почему на референдуме население Крыма проголосовало за воссоединение с Россией. Потому что территория Крыма
территория такой страны, как Украина, они пережили самую страшную войну человечества, Вторую мировую войну. Украинские города, деревни, села были разрушены до основания. Молодежь и население Украины фашисты вывозили к себе в фашистское рабство. И даже эшелонами вывозили украинский чернозем. Через это прошли ветераны Великой Отечественной войны, ветераны тыла. И сегодня бы хотелось сказать молодежи, что этого забывать не надо. Сегодня идет очень жесткая идеологическая война. Почему-то некоторые называют идеологическая борьба. Борьба бывает в спорте, а сегодня идет идеологическая война. И поэтому население Крыма выбрало свою позицию. Потому что они видели, какие производы происходят на Майдане, в Киеве, в центральных городах Украины. Они видели, что американский дипломат Лумин ходила на эту площадь и вместо того, чтобы призывать к консенсусу и прекратить это, раздавала свои американские печенюшки. А в итоге что получилось? Получилось, что неофашисты живьем сжигали людей в городе Одессе, когда они пытались спастись, их расстреливали, выпрыгнувшись из огня. И поэтому они выбрали то, что посчитали нужным, что им не нужна война, им не нужно возрождение неофашизма. И поэтому благодарю вас от имени Президиума Республиканского совета ветеранов, что вы пришли сегодня на митинг и показали свою идеологическую позицию. Спасибо. Крым – особый регион, сочетающий в себе уникальные природные богатства, историю, многонациональный колорит. Крым по праву можно назвать орденом на груди планеты Земля. Богат Крым и на таланты, достойные подражания во всех сферах человеческой деятельности. Это люди, плоды труда и творчества, которых нас окружает по сей день. Но самый яркий пример патриотизма – это всенародный подвиг в годы Великой Отечественной войны, когда весь народ был в одном строю, независимо от национальности и вероисповедания. Уважаемые участники митинга, приглашаем всех на церемонию возложения цветов в память участников обороны города-героя Севастополя. Цветы возлагают первый заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Руслан Михайлович Платонов. Первый заместитель председателя Якутской городской думы Евдокия Ивановна Евсикова. Заместитель главы городского округа город Якутск по социальным вопросам Наталья Романовна Степанова. Председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Республики Саха-Якутия Вильям Ачирович Иванов. Народные депутаты, члены правительства Республики Саха-Якутия, депутаты Якутской городской думы, ветераны, молодежь, общественность, жители и гости столицы.
На этом торжественная церемония возложения цветов объявляется закрытой. Спасибо всем за участие. Приглашаем всех сегодня в 12 часов на празднование Дня воссоединения Крыма с Россией. Крымская весна на площади Дружбы.